Друзья, всем привет! Сегодня у нас такой будет влог. Вот у нас есть трехколесный наш велосипед. И Мишкой мы поедем на поле собирать одуванчики. В общем, друзья, вот мы подъехали. Это наше картофельное поле бывшее. Вот, точнее, вон с той стороны. Ну, мы там уже в прошлом году не садили, родственники садили. А в этом году вообще, по-моему, никто не захотел садить, потому что там чертополоха у нас растет. Вот сейчас мы здесь будем одуванчики собирать в этом чистом месте. Ох, друзья, ливень пошел. А мама говорила, нельзя собирать одуванчики в ливень. Ну ладно, может, в следующий раз мы соберем. Вон, смотрите, наше картофельное поле все чертополохом заросло. Как жалко, а мы здесь хорошо так садили картошку. Да, и вот с этой стороны мы садили, и вот здесь тоже. А теперь все у нас тут заросло буквально. Ну, очень тяжело с ним бороться, с этим чертополохом, если честно. Так что вот такое наше картофельное поле бывшее. Вот такая у нас тут природа. Ну, природа, она везде в Якутии красивая. Везде по-своему красота. Ну, в общем, дошло 5 минут, я вообще вон вся промокла. Я тоже. Вот, ну, какой-то, не знаю, нюанс. Бабушка говорит, нельзя мокрые одуванчики собирать. В общем, мы сейчас решили обратно вернемся домой, да, Миша? Да. В общем, снимаем мы здесь. А здесь-то посмотрите, какая красота. Что-то такое белое, видите, да? Сейчас я поближе подойду и вам покажу. Вот смотрите, какая здесь красота. Это вот ветреница сейчас цветет такими белыми нежными цветочками. Красота просто, их столько штук здесь. Прям полянка, ветреница, шикарно. Друзья, всем привет! Сегодня у нас 22 июня, и мы приехали с Мишкой на велосипеде на нашу речку Батообую. Малая Батообуя, Очугуй Батообуя называется. Вот, видите, она такая вот красивая, небольшая речка, а вот здесь такой вот перекат. А сейчас вам покажу, мы вот здесь обычно купаемся, вот в этом месте. А рыбачили мы в прошлый раз и поймали щук мы вон на той засыпи. Вот, я вижу, там люди отдыхают. Вот там, короче, поселок находится за лесом. А вот здесь у нас уже река такая вот красивая. Солнечный день. Я не знаю, мы приехали с Мишкой порыбачить, но я думаю, сейчас, наверное, скорее всего, мы ничего не поймаем. Ну, просто воздухом подышать, полюбоваться красотой вот этой. И видите, получается, река идет с той стороны. Там у нас находится поселок Арылах. До Арылаха находится поселок Заря. И вот примерно с того места, где-то с Ленского района, вот река идет. Раньше там был тоже поселок Муат, сейчас его нету. И она вот туда дальше уходит в речку Вилюй. Ну, не в речку, а в великую реку Вилюй. И уже река Вилюй идет до нашей вообще красивейшей реки Лена. Вот. А дальше там уже море Лаптевых впадает и в Северный Ледовитый океан. Так что можно кораблик, наверное, запустить, и он или бутылку с записью, она туда уплывет. Мишанька снимает контент. Он любит тоже снимать. Молодой блогер у нас подрастающий растет. Вот такая вот наша замечательная, красивейшая природа. Замечательная наша красивая река Малая Батообуя. Вот, видите, поселок сзади прям леса, и мы тут решили остановиться. Но мы не с целью прям порыбачить, наловить рыбы, просто вам поснимать красоту нашу и так просто воздухом подышать. Мам, да, Миша? Да. Тебе здесь нравится? Да. Любишь эту речку? Да. Да? Ну, я тоже люблю эту реку. Вот. Очень чистая, прозрачная вода. Сейчас я вам покажу. Друзья, у нас все пошло не по плану. А я бросила рюкзачок-то, а спиннинг-то мы не взяли с собой. Ёкарный бабай. Ну ладно,
уже так поснимаем, чисто ради красоты. Ну, я сейчас просто обнаружила, что я его забыла. Ну, вот так вот мы приехали на рыбалку, горе-рыбаки. Но у нас еще одно есть задание. Нам бабушка дала опять задание собрать одуванчики. Вот, и мы, наверное, тогда это видео смешаем с тем, что вчера мы ездили, наша неудачная попытка. Так, Мишанька у нас проверяет, насколько вода сейчас пригодна для купания. Что скажешь? Ну, скажу. Холодная, да? Вот так вот. Не очень, да? Купаться Пока что рано, думаешь? Ну, купаться можно, в принципе. Но надо подождать, пока солнце еще нагреет. Угу. Холодная очень. Вот, видите, друзья, какая она у нас прозрачная, красивая, чистая речка. Вот, и вот такой вот вид здесь у нас шикарный. Тогда надо было хотя бы, Миша, взять что-нибудь на перекус. О, мы бы это что? чай попили, что ли. Это что? Это улитка? Или что Где? это за камень такой? Обычный камень. Кстати, на улитку похоже. Ну-ка, возьми-ка. А я боюсь. Возьми. Я боюсь. Друзья, смотрите-ка, Миша вон какой-то камень нашел. Интересно, на улитку похоже. А давайте мы сейчас ее посмотрим. Что это такое? Эй, это точно улитка? Ёпарасоте. Ой. Смотрите, мы реально нашли улитку. Кстати, это наш первый случай, да, Миша, мы находим улитку? Да. А давай мы ее домой возьмем. А зачем? Ну, посмотрим, понаблюдаем за ней. Хорошо. А потом выпустим. Ой, она точно вон к камню присосалась. Интересно. Улитка у нас тут. Откуда она тут взялась-то такая огромная? Ну-ка, подожди, пусть она тут пока полежит. Да, вот, товарищи, видите? Находка. Примерно, наверное, сантиметра 2, да, это улитка? Да. Вот пальчики, вот если сравнить, смотрите, вот по размеру. Вот такая вот улиточка тут сидит у нас. Мишаня сейчас у меня подводные съемки снимала. Миша, ну что получилось у тебя? Да. Вот. Он телефон, правда, немного трёшь. Ну, на телефон мой старый он снимает для наших коротких видео, в общем, там съемочки производил. Вот такая вот речка, она сейчас такая полноводная, а летом она будет обмелять. И примерно вот там вот уже совсем мало воды будет. Так что ждем купального сезона. Мне кажется, уже можно, нет, Миха, Ну, купаться? мне тоже кажется. Да? Вода теплая же, да? Да, купаться уже. Ну, так что давайте мы, наверное, скоро будем снимать наш пляжный вариант. Ну, в общем, рыбалка у нас не получилась. Это я совсем забыла про то, что надо взять спиннинг. Сегодня, кстати, 22-е, а вчера у нас был 21 числа эсэх, да, Миха? Да. Вот, у нас местный эсэх проводится в местности, называется Чоналыр. Это раньше, в общем, там заводь такая была, и ну, до сих пор есть, как бы, как озеро Чоналыр. На самом деле оно, насколько знаю, искусственное. Перекрыли дамбу, поставили, и речка там называлась Чона. Вот, Чона. Поэтому Чоналыр называется, база отдыха. И вот все наши местные ребята ездят там, вот отмечают наш национальный праздник Гэх, по-якутски Гэх называется. Это, если так подумать, это как бы обозначается начало Нового года. Почему-то у нас вот в Якутии, у якутов считается, что, ну, древности, да, считается, что лето у нас, не лето, а точнее Новый год начинается именно с момента Геха, вот. А я сейчас смотрю, вон, слышу гул, там вот, видите, лодка плывет сюда, в нашу сторону. Ну, видимо, откуда-то, может быть, с Вилюя приплыли люди. На ночевку, наверное, плавали. О, шикарно. А вон там вот их уже машина поджидает. Вот так вот мы здесь отдыхаем на выходных. Оцени. Получилось или нет? Оцени, как у меня получилось. Так. Да, через камеру, конечно, ничего не видно. Ну, нормально пойдет. Ух ты, погнал дальше. Шикарно. Эх, мне бы такую лодку.
лодочку. Я бы, наверное, прям жила здесь на речке, в этой лодке. О, шикардос. Друзья, в общем, мы поехали опять. Попытка номер 2 с одуванчиками. Отдохнули после этой неудачной рыбалки. И вон, видите, вон там у нас драга находится, которую я вам показала во время дождя. А здесь вот такая дорога, здесь картофельные поля вон у людей. Здесь как будто бы море, вот выглядит такой вид красивый, шикарный. А здесь вот видите, там вот стоит такое здание серое, вот это драга. Вот, получается, вот эта река Ирилях. И вот по этой реке они моют алмазы, содержащую породу. Потом она транспортируется на фабрику номер 3, это в город наш Мирный. И уже там они просеивают и прочие сепараторы работают. Комбайн, ну там, в общем, мельницы всякие прочие на этой фабрике. А вон они там вот еще тоже пульпу или что-то они там возят сейчас, я вижу, беласки. Вот такая вот у нас тут сейчас производственная база. Друзья, в общем, мы доехали до нашего картофельного поля. Вот, без дождя оно выглядит примерно вот так вот. Но особо ничего не поменялось. В общем, будем сейчас собирать за тем, что мы приехали, да? Наши одуванчики будем сейчас собирать. Красиво чайки здесь летают. Красота. Ой, здесь так шикарно поют птички. И травой так пахнет. Ой, красота. Даже вот просто в лес пойти. Такая большая радость для нас. И Мишанька у меня там сидит. Мишаня, сколько ты собрал? Я не знаю. Я, по-моему, 170. Ну, ты, наверное, точно 50 собрал. Ну, ничего, немножко пособираем. Тут, так, кстати, не очень-то много одуванчиков. А почему тут одуванчик уже вот такой? Ну, уже постарел он, все. Они же отцветают. Ну, ладненько, давай дальше собирать, Мишка. Да. Посмотрите, вот, да? Казалось бы, просто одуванчики. А как красиво. Желтенькие головки сидят. Так красиво. И вот травка такая густая у нас здесь сейчас на картофельном поле нашем. А здесь вон, как много головок желтеньких. Очень красиво. Вот за что я люблю Якутию, за ее красоту природы. Мне кажется, красивее природы в Якутии нет нигде. Но, конечно, это я как кулик свое болото хвалю. Мы пока тут собирали, еще красивые цветы нашли. Я говорю, наверное, это мышиный горох. Очень тоже красивые, такие нежные. Немножко на крылышки бабочек походят. Сиреневые такие симпатичные. Здесь я еще обнаружила интересный вот такой цветок. Синий. Да, синий. Видите какой, да? Мелкий. Синий, прям красивый тоже такой. Я не пойму, он еще не распустился или распустился. Вот такой у него стебель. Друзья, напишите, пожалуйста, если вы знаете, что это за растение. Тоже интересно почитать о нем. Вот смотрите, вот здесь растет интересное такое растение. Оно считается редким, я так поняла. Называется нонея темно-бурая. Единственный куст, который я нашла, вот он вот здесь сидит. И у него такие вот шипастики прямо. Видите, да, как он колючий типа. Ну, интересный такой, фактурный. У него еще такие мелкие-мелкие цветочки. Факты расскажу? Миша решил, говорит, давай я факт какой-нибудь расскажу про это растение. Так, что-то нашел? Нонея темно-бурая. Вообще, говорят, она растет в Крыму. Нонея темно-бурая, Миша. Да. Интересная, да? Да. И главное, среди поля это единственный вот такой вот кустик тут сидит, а больше рядышком даже нету. Поэтому его так чисто посмотреть, да, для красоты можно. Мама, тихо. Какой факт ты нашел, Миха? Нонея темно-бурая растет на лугах и сорном на полях. Медопродуктивность 100 килограмм га семейства бурачников.
А оно в красной книге находится, нет? Сейчас. Друзья, слушайте ответ, что там сказали. В красной книге вот это растение или нет? Ну-ка, читай, Миха. Нанеи темно-бурая. Занесена в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Ну все, краснокнижное растение. Брать ее не будем. Да, конечно, не будем брать. Пусть растет и радует других. В общем, друзья, вот на сегодня у нас закончилась работа. Одуванчики мы собрали. Мишка сейчас фотографируется с этой краснокнижной Нонеей. Вот, приезжайте к нам в Якутию. У нас 21 числа ИСЭХ. Вот примерно в это время приезжайте. Вот на такой ноте будем заканчивать. Всем хорошего дня. Любите природу и наслаждайтесь ее красотой.